Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на май месяц для близнецов. Посмотрим, что ждет нас в этот месяц. Поделим его на 3 части, на 3 декады. Итак, основная карта месяца для близнецов – туз пентаклей. Это первая декада. Это вторая. И это третья декада. Итак, основная карта – туз пентаклей. Карта говорит о том, что нужно набираться терпения, нужно быть таким человеком очень устойчивым, ориентироваться на какой-то материальный результат и быть открытым для всего, для всех шансов, которые в жизнь приходят. Очень хорошая карта для того, чтобы материализовывать свои желания, но здесь все зависит от нас. То есть все знают, что тузы – это всего лишь только возможность, которую нужно еще использовать, нужно еще применить, вложиться в нее обязательно. Вообще эта карта очень сильно связана со счастьем, которое мы получаем от каких-то материальных вещей, от уюта, от красоты, от близости людей, которых мы любим. То есть очень хороший будет месяц у близнецов, если все делать правильно, если создавать вот эту гармонию вокруг себя, использовать все шансы для заработка, для, может быть, новых каких-то начинаний. Эта карта, кстати, говорит о том, что может появиться какой-то новый источник дохода, или может быть какая-то новая работа, да, может приглашение на новую работу, или может быть кто-то будет своим делом заниматься. В общем, все, что вы можете превратить в деньги, это очень важно в этом месяце. Теперь первая декада, первые 10 дней мая выпадает восьмерка чаш. Карта говорит о том, что будет все меняться очень быстро и кардинально. Будет это даваться нелегко, потому что мы свыклись с тем, что у нас уже было в жизни. Мы считаем, в общем, свою жизнь как частью себя. И когда нам приходится что-то менять, такое ощущение, что мы теряем что-то очень важное, и это очень тяжело дается. Даже если пришло время, даже если у нас какое-то новое будущее и новые шансы, все равно вот расстаться с чем-то прошлым, к чему мы привязались, где нам было хорошо и комфортно, очень тяжело. И вот эта карта как раз об этом говорит. Но это все-таки и новые возможности. Да? У нас восьмерка чаш – это карта, которая связана с Сатурном в рыбах. То есть есть у нас ограничения, есть сложности. Вот кто-то, может быть, работает дома, на удаленной работе, либо вообще нет возможности зарабатывать, потому что Сатурн может по-разному проявляться. И как слишком много работы, когда мы устаем и не можем как-то развлекаться, не можем тратить время впустую, да, в таких жестких можем находиться условиях, либо вообще у нас нет работы, и мы тоже из-за этого очень переживаем и как-то не можем пока что найти выход. Но все-таки вот эта карта подготовки к чему-то новому, когда уже удача поворачивается к нам лицом. Карта восьмерки, она всегда связана у нас с судьбой. Карта, когда приходят последствия каких-то наших, может быть, поступков, последствия поступков наших близких людей, то есть они тоже на нас влияют в этом месяце. Ну, в общем, карта опять же говорит нам о том, что нужно успеть. Нужно успеть воспользоваться шансом, нужно успеть что-то начать важное для себя. Особенно, это же у нас чаши, то есть нужно все-таки вот во главу угла поставить свои таланты и способности. Вот если мы хотим перемен, и чтобы они были нам на благо удачные, нужно обязательно, чтобы именно наши способности тут реализовывались. Но также эта карта говорит о том, что если вдруг вы ушли в какую-то зависимость от алкоголя или
Может быть, у вас какой-то страх есть, и вы все время там какие-то лекарства пьете, да, вот от этого нужно уходить, карта говорит. Кроме того, может быть, либо вы сами себя обманывали, либо кто-то вас обманывал, и вы это поймете и сможете из этой ситуации выйти. То есть прояснится ситуация, и вы найдете выход. Тоже может быть такое. Также карта очень связана с психологией. Может быть, вы проанализируете какую-то очень важную для себя ситуацию, какие-то выводы важные сделаете, что могут уйти ваши страхи, разрешаться какие-то прошлые проблемы. Но здесь нужно будет обязательно постараться приложить усилия. Может быть, вам нужен будет помощник какой-то мудрый человек, а может быть, просто там книги или какая-то информация вам послужит, и вы сами можете всем этим заняться. А теперь вторая часть месяца у нас – это королева мечей. Карта говорит о том, что вот пришло время осуществлять цели свои. Королева мечей у нас астрологически связана с Луной в весах. Весы, мы знаем, это наши договоры. Весы – это наши взаимоотношения с людьми, это консультации, это решения судебные, это, в общем, все абсолютно, что вызывает наши споры, ссоры или обязательства какие-то на нас возложенные, мы сами их на себя берем, либо нам кто-то их навязывает, да. Вот эти все вопросы выходят на передний план в середине мая. А может быть, заключать будете договоры, может быть, какие-то договоры будете расторгать, а другие искать для того, чтобы себя как-то применить. Но карта говорит о том, что здесь очень хорошая возможность для того, чтобы себя проявить. Тут самое главное вовремя успеть. Да, здесь самое главное проявить себя гибко, то есть нужно именно правильный момент выбрать, правильных людей, нужно правильно себя повести. Для этого, конечно, нужно знать, чего вы хотите, нужна цель. Да, вот у нас здесь меч в руках у девушки. Но кроме того, нужно еще и быть уверенными в себе, нужно уметь владеть собой, своими эмоциями, своим интеллектом. Нужно быть готовым учиться, как-то вот действовать в рамках каких-то определенных, выполнять обязательства свои очень хорошо. В общем, карта такой, знаете, нацеленности на успех, когда мы выбрали цель и уже не отступим. То есть мы бьем в одну точку, пока у нас не получится. Но вот карта говорит о том, что именно вот в эти 10 дней месяца, в середине месяца, будет то легко, то сложно. То есть то будет получаться, то будет казаться, что вообще никогда ничего не получится, да, то есть здесь все-таки у нас Луна присутствует в этой карте, да, и никак мы не можем здесь быть уверенными, что все пройдет так, как мы хотим. Могут быть какие-то неясные вопросы, могут быть какие-то тайны, может быть даже обманы какие-то, да, допустим, нам что-то пообещали, не выполнили, может быть даже и по Венере какие-то враги явные, да, у нас по Венере идут люди, которые к нам вот просто плохо относятся и не скрывают этого. То есть, может быть, придется даже с ними как-то посостязаться, постоять за себя, сказать за себя слово. А также эта карта еще предупреждает, что нужно держать язык за зубами, не рассказывать о том, где у вас в доме деньги лежат, да, чтобы не было воров у вас в доме, чтобы не было каких-то проблем, вот, связанных с потерями. Может быть, даже до потери информации, да, лишнего ничего не нужно никому говорить, то есть только проверенным людям. Все-таки эта карта очень часто показывает, как другие люди могут нами воспользоваться, да, а мы, допустим, не подумали, рассказали что-то личное, и нам же это обернулось как бы неправильной стороной. Ну и, конечно же, кражи тоже очень часто бывают по этой карте, поэтому нужно быть осторожными. Не нужно слишком уж быть откровенными и, может быть, даже иногда вот какую-то холодность на себя напускать, да, чтобы вот те люди, которые там лезут в душу, скажем так, да, чтобы как-то от них отстраниться, отсоединиться. Третья декада – это окончание мая для близнецов, выпадает карта дьявола. Карта говорит о том, что здесь уже
появляются какие-то возможности закрепиться на том месте работы, которые вы, может быть, начали, да, либо, может быть, кстати, повышение здесь, да, либо здесь какое-то взятие на себя ответственности. Карта очень хорошая для того, чтобы чувствовать себя уверенно, чувствовать себя профессионально. Это карта, когда нас уважают, когда мы берем на себя какую-то дополнительную ответственность, когда нас видно, когда, кстати, ответственность вот только на нас, мы одни за все отвечаем, либо на рабочем месте, либо в бизнесе. Это также, знаете, может быть и какая-то новая цель, очень значимая, которая и статус ваш со временем повысит. И в деньгах вы как-то можете выиграть. Кстати, по этой карте очень часто брак, если, допустим, это отношения касается, да, брак происходит, потому что брак – это зависимость двух людей друг от друга. И очень часто тоже эта карта показывает, может, для кого-то это будет тоже важно, проиграется в этом месяце либо предложение руки и сердца, либо уже даже заключение брака. Кроме того, победа в суде, если вдруг у вас ну, что-то вот в этом роде важное происходит, да. Также, если вам нужен какой-то совет, есть человек, который вам может подсказать. Это может быть просто специалист какой-то, это может быть люди из вашего окружения, либо человек статусный, который поможет решить вам вот какой-то очень-очень важный для вас вопрос. Ну и, конечно же, эта карта также связана с результатами. Если, допустим, вот в начале месяца мы тут используем какие-то шансы, да, если мы выбираем новое направление, нацеливаемся на что-то, то в конце месяца уже получаем результаты. Либо, допустим, мы здесь все еще искали, а тут, наконец, получаем ответ на наш вопрос, да, тут уже результат нашего поиска. Кроме того, карта говорит о том, что мы в этом месяце зарабатываем себе репутацию, доброе имя. Это очень важно. Также, что еще? Если говорить про покупки, то можно здесь какие-то вещи очень практичные покупать, очень нужные, которые долгое-долгое время будут служить, либо недвижимость, покупка-продажа, недвижимость вторичной, особенно это касается родительского дома, да, или просто недвижимость, которая давно-давно построена, у которой есть какая-то своя история. Давайте теперь посмотрим по отношениям. Что ждет близнецов в отношениях в мае? Для тех, кто в поиске партнера. Замечательная карта «Встретить свою половинку». Это у нас старший аркан, то есть будут все ситуации складываться как раз так, чтобы вы нашли человека, с которым вы на одной волне, с которым вам можно долгое время общаться, жить вместе, создавать семью, заключать брак. Эта карта как раз и есть заключение брака, да, то есть мы говорим о тех людях, которые еще пока не в паре, значит, есть возможность найти такого человека, с которым вот надолго отношения завяжутся. Но так как эта карта у нас справедливости, вот этот человек будет показывать, насколько вы готовы к партнерству. И если в чем-то проблемы будут в вашей паре, вот в новом знакомстве, это и нужно будет проработать. Скорее всего, именно в этом у вас какая-то слабость, и поэтому жизнь показывает, что вам мешает быть счастливыми, да, вот с другим человеком. Теперь посмотрим в паре, что будет у близнецов. Здесь девятка мечей. Карта говорит о том, что слишком много каких-то лишних левых мыслей, слишком много слов, слишком много критики. И все это из страха. Из страха будущего, из страха, вот будут ли прочными ваши взаимоотношения, из страха, что просто непонятно, что ждет нас всех, да, и вот из-за этого могут быть какие-то сложности. Вообще девятка мечей карта довольно-таки трудная. Но, опять же, мы сами здесь себе создаем все сложности. Только наши мысли, только наши эмоции создают сложности. А на самом деле сложностей-то нет никаких. Все у нас есть. Рядом с нами близкий человек. Да, в жизни сложно, но мы просто с ними, с этими трудностями справляемся, и все. То есть, в принципе, здесь вот эти мечи над головой на стене, да, они
их же кто-то сюда повесил, да, из нас. То есть они просто как бы созданные проблемы в нашем воображении. И мы не должны очень сильно как бы циклиться на этом. То есть если есть какие-то проблемы, которые можно решить, их нужно решить. Если что-то не решается, просто об этом не думать, забыть и довериться жизни, которая нам всегда приносит только самое лучшее. Вообще девятка мечей у нас астрологически связана с Марсом в Водолее. То есть мы хотим свободы, мы хотим побыть в одиночестве, мы хотим как-то себя проявить особенно, да, мы хотим обратить на себя внимание. Мы хотим вот освободиться от чего-то сложного. Если, допустим, вас в отношениях что-то тяготит, вы можете вот такое чувство освобождения испытать, да, и ради этого вы готовы там даже поссориться, вы готовы что-то там резкое сказать. Вот можно поддаться вот этому желанию освободиться, да, от каких-то обязательств, устали вы, допустим, да, и как бы испортить отношения. Карта говорит о том, что вот эту энергию агрессивную обязательно нужно направлять в какое-то творческое русло, либо в обучение, да, это у нас вот для мечи, для обучения просто великолепная карта, то есть нужно там доучиться, переучиться, добавить себе какой-то новой информации для того, чтобы вам легче работалось, для вашего профессионализма и так далее. И тогда вот излишний потенциал вот этот уйдет из отношений, не будет таких сложностей. Теперь для тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что, скорее всего, вы помиритесь в этом месяце, потому что у нас эта карта говорит о скорости, да, и, знаете, либо вы решите какие-то прошлые свои вопросы, то есть, смотрите, вот это у нас карта показывает, что всадник едет в прошлое, да, в левую сторону. Значит, вы решите вот эти все вопросы, которые вас, ну, как бы мучили последнее время, и есть возможность помириться. Так, теперь посмотрим работу для тех, кто ищет работу. Семерка пентаклей. Карта говорит о том, что уже результаты какие-то будут частичные в этом месяце, либо вы уже найдете работу и начнете даже зарабатывать. Это все-таки пентакли, у нас денежка какая-то уже приходит. Это может быть, скорее всего, ближе к окончанию месяца. Но в любом случае здесь требуется от вас вкладываться на полную катушку, заявить о себе, проявить свои самые лучшие качества. И знаете, вот здесь как бы просто ничего не будет даваться. Нужно будет приспосабливаться, нужно будет концентрироваться на делах, на работе, пытаться как-то ладить с коллективом, с начальством. То есть очень много будет напряжения, но и награда тоже будет значимая, но, скорее всего, еще не в этом месяце, а уже в следующем. Для тех, кто работает. Замечательная карта Колесница, старший аркан, говорит о том, что вы выходите на какой-то, входите в какой-то новый период очень быстро, очень резко. Если, допустим, вы были на дистанционной работе, значит, вы выйдете на работу в офис. Если, допустим, нельзя было вам в командировке, вас могут отправить, наконец, разрешить командировки. Если же вы вообще ничем не занимались, то есть просто на отдыхе были, то вот есть выход тут тоже быстрый на работу, причем как-то неожиданно вас так позовут. Эта карта, кстати, и повышение в должности, карьерного роста, решение каких-то очень важных вопросов. Финансы тут еще как бы слабо приходят, они в будущем только нам обещаются, да, но, по крайней мере, ситуация сдвинулась, очень новые какие-то хорошие перспективы открываются. Для тех, у кого свое дело. Замечательная карта «Мир», старший аркан. Какое-то большое достижение, высокие какие-то цели были поставлены, и вы их достигнете, а может быть даже превзойдете себя и удивитесь даже сами тому, чего достигли. Здесь выход на новые рынки. Здесь карта «Мир», значит, может быть, и за границей участвовать, да, может быть, охват увеличивается вашего, как сказать, вашего рынка. Улучшается качество вашей работы, вас признают,
у вас очень много клиентов и так далее. То есть, ну, карта Мир очень хорошая, которая как раз обещает выход на новый уровень, какой-то престиж, что-то новое дает для нас. Эта карта, кстати, победы в суде. Если вдруг у вас были какие-то вот спорные вопросы, вы здесь решаете их. И вообще, если какие-то вопросы юридического характера возникают, обязательно нужно со специалистом их решать. Удача вас в этом вопросе ждет. Ну и путешествие. Если, допустим, для вас это было критически важно, то вот может появиться возможность поехать туда, куда вам нужно. Если вы должны были получить какие-то документы, либо сдать экзамены, вот здесь тоже все будет вовремя. Потому что, может быть, вы как предприниматель здесь получаете какие-то разрешительные документы. Теперь финансы посмотрим. Финансы. Тройка пентаклей. Деньги есть, как бы ресурсы не опустели, то есть вы результаты своего труда все равно увидите, получите. Вообще тройка пентаклей – это карта, знаете, такого удовлетворения от того, что мы сделали. Это все-таки успех, хоть не такой крупный, но если особенно мы начинаем какое-то новое дело, это уже значительная, как сказать, значительная карта, которая говорит о том, что мы в принципе уже многого достигли и можем собой гордиться. Причем в зарабатывании денег участвуют сразу как бы несколько людей. То есть у нас как бы общий доступ к деньгам. Может быть, это имеется в виду семья, супруг, да, в общем, какие-то общие деньги здесь могут быть. Кроме того, это у нас астрологический Марс в Тельце. То есть Телец – это как раз вот деньги, материальное благосостояние, а Марс – это все наши начинания, это наша внешность, это наше поведение, одежда и так далее. То есть мы можем тратить деньги на имидж, мы можем тратить деньги на как бы поддержание своего статуса, да, то, чтобы правильно себя преподносить. Ну и основная часть денег будет уходить на такие ежедневные нужды, на комфорт, на питание и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы на все будет хватать, но, может быть, не настолько прям много денег, вот не с излишком, да, но всего достаточно. Посмотрим теперь совет близнецам на этот месяц. Рыцарь чаш. Карта говорит о том, чтобы вы не обольщались, чтобы вы не думали, что как-то легко все будет реализовано само собой, что кто-то придет и решит наши все проблемы. Нет, мы должны быть не в расслабленном состоянии, а в решительном. Мы должны готовиться к переменам, мы должны готовиться к рывку, к прорыву, к большой серьезной работе и не раскисать. Если, допустим, мы слишком уж поддаемся эмоциям, лени, либо хотим побольше отдыхать, то этот месяц может быть и не очень удачным для нас. Друзья, желаю прекрасного мая, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Здоровья вам, удачи, всего вам доброго, до новых встреч.